В гости к героям нашей передачи мы отправились в село Техтюр Хангаласского улуса. Живет приемная семья Афанасьевых в одном из первых ямщицких домов, построенных в Техтюре в 1864 году предками Зинаиды Борисовны, приехавшими в Старую Табагу в начале XVIII века из Центральной России. Имея двух родных детей, Зинаида Борисовна и Семен Алексеевич стали приемными родителями вначале двоих, а потом и 6 детей. У нас семья образовалась приемная в 2011 году, а началось все с 2009, когда мы работали в Хангаласском отделе, тогда милиции еще. И наш отдел курировал Мацегловский детский дом. И вели конкретно одну семью. И когда у них летом был большой ремонт, очень большой, там стеклопакеты должны были ставить, ну, в общем, много детей, некоторых в лагерь, а некоторых вот попросили там сотрудников, вот, ну, чтобы, кто может, на лето, чтобы взяли детей. И вот мы взяли ребятишек. Вот они у нас в 2009 лето были, затем, значит, ну, обратно осенью увозить, слезы и прочее, ну, привыкли же уже, и свои-то дети привыкли уже, как бы подружились, все. Ну и вот мы им пообещали, как только сможем, как получится, что мы их возьмем. И вот в 2011 начале, да, в июне 2011, значит, вот все документы, все вот эти пакеты, ну, в общем-то, школа приемных родителей и прочее. И вот мы в 2011 мы их взяли. Они нас ждали, они никому не ушли. И вот там предлагали, хотя говорят, до нас, но вот они ждали. И все, и вот мы их взяли. И вот с 2011 у нас приемная семья. Но это вот первый выпуск. Этих ребятишек здесь уже нет, они уже выросли. Да, они только приезжают в гости. У Лизы, у дочери старшей приемной, у нас вот внук Рома есть. В гости к бабушке, дедушке летом приезжает. Когда у них отпуск, они вот приезжают. Сережа, сын, работает в Мирном, Валроса работает, когда отпуск тоже только тогда приезжает. Во время отпусков они в гости приезжают. Потом в 2014 уже, в начале тоже весной, Ирушка к нам пришла с Леной, вот с дочкой старшей, они одноклассницы были, ровесницы. Потом чуть позже они у нас попросили сестренок. Одну сестренку смотрели, в итоге оказалось, что у нее еще другая. Они в разных детских домах были, в общем. Потом она, когда уже приехала, сказала, что у нее есть еще сестренка. У нее есть еще сестренка в Валданском детском доме. Вот мы забрали ее сестренку. Нас стало много девочек. Потом вот муж на пенсию, Семен, вышел. Переехали в деревню. Здесь у нас огород, небольшой садик, там ягодки у нас растут разные, да. И нынче летом к нам привезли еще 3 ребятишек. Вот Машуня, Коля, Надя, да? Да. Вот, и у нас лето стало вот столько, много. Ну, ничего, живем дружно. У нас всегда было много. Вот в этом доме у бабушки было 10 детей. У этих детей у всех по 3, по 4 ребенка, там у кого-то больше даже. У них тоже большая многодетная семья. У них у бабушки тоже много детей было. Так привыкли, наверное, не знаю, уже как-то само собой. Мне все равно кажется, ну это с детства, наверное, тоже, да, что у каждого ребенка должны быть мама с папой. В любом случае. И, ну, детский дом, мы понимаем, что там много сотрудников, но все равно это как бы чуть-чуть другое. Это немножко не то. Поэтому вот побольше бы, конечно, приемных семей, так, чтобы вот была возможность у детей, шанс какой-то второй появился, чтобы вот семья. И потом, когда они вырастут, семья – это все-таки поддержка. Вот по первости мы тоже думали, ой, наверное, наши большие вырастут, уедут, разъедутся и вспомнят про нас. Ну, большие, которые первые-то. Ну, нет. Все отпуск, все праздники, если есть возможность, да, они все равно домой. Мама, папа, все-таки это, оказывается, большая роль все-таки. У нас есть клуб приемных семей. Мы встречаемся, общаемся, делимся опытом.
И потом у нас же есть при Мацаголовском детском доме группа сопровождения. Очень хорошие специалисты, психологи хорошие, социальные, вот по каким-то вопросам социальным, там, и по жилью или что-то, вот какие-то вот эти нюансы, они очень хорошо поддерживают нас. И органы опеки тоже, они всегда на связи. Поддержка со стороны, а также то, что Зинаида Борисовна и Семен Алексеевич воспитывались в многодетных семьях, определяют то, что в доме Афанасьевых всегда много детей. Хорошо, когда много детей. Старшие девочки мне по двору помогают, гараж строили. Вы как приемный папа, о каком будущем мечтаете своих детей? Кем вы их видите? Но профессию-то они сами будут выбирать. Я не буду настаивать, какую выберут. Ну, теми и станут, кем хотят. А так помогать будем. Помощь девочкам, безусловно, в будущем будет очень необходима. Важна и та поддержка, которую оказывает приемным семьям Международный детский фонд «Дети Саха-Азия». Девочки, попавшие в семью из детских домов, очень ценят то, что им дают приемные родители. Мама, она учит меня готовить и стряпать. Мы помогаем папе строить там что-нибудь, ремонтировать, строить. Какой самый любимый праздник у вас? У меня Новый год. Потому что вся семья собирается с одним столом, и мы общаемся, празднуем праздник, нам весело. Одну из приемных девочек, 17-летнюю Иру, мы показывали в нашей передаче в рубрике «Ищу семью» 6 лет назад. А семья – это все. Без нее холодеет одинокая мысль, одинокая жизнь. Ничего не бывает на свете родней, ничего, как не думай и как не храбрись. Вот уже 6 лет Ира живет в приемной семье Афанасьевых. Мы хорошо ладим, общаемся хорошо. Ну, бывают недопонимания, но мы справляемся с этим. Преодолевать возникающие трудности приемным семьям помогают психологические советы. Хотелось бы посоветовать всем мамам, папам, даже бабушкам, дедушкам. Вот очень хорошую книгу нам подарили фонд «Дети Саха-Азия». Настольная книга «Мамы и папы» называется. На 2 языках. Все так хорошо, доступно, понятно. Таким языком все так хорошо все объясняют, разные ситуации. Очень хорошо она вот, когда некоторые вопросы возникают, вот психологические, да, скажем так, какие-то где-то какие-то конфликтные ситуации у детей, вот здесь очень много полезных, как вот можно все это разрешить. Понравилась нам игра. Нам подарили также игру семейную. И вот даже некоторые там вот вопросы, вот девочки, допустим, как по истории Якутии, да, вот очень такие вот интересные, там есть задания, очень такие творческие, интересные, вот нам понравилось играть. Общение во время настольных игр как нельзя лучше сплачивает семью. В родовом доме Афанасьевых дети воспитываются в лучших традициях уважения, взаимоподдержки друг друга, что наглядно показывает жизнь всех приемных семей. Адаптация в семье у нас проходит в 3 этапа. Первый этап называется у нас медовый месяц. Каждый, как и родители, так и дети, начинают друг другу показывать все самое хорошее. Дети называют родителей мама, папа. Все кажется, что все у нас сложилось в семье. Наступает второй этап адаптации, когда вот эти вот любовь, постепенно такое проявление любви проходит, начинается притирка, как и в любой семье. Чаще всего вот наступает та трудность, с которыми к нам подходят родители. То есть ребенок начинает там агрессивно себя вести, убегать из дома, воровать и так далее. Такие какие-то трудности начинаются именно в период адаптации во второй фазе. Потому что ребенок должен узнать, если любишь ли ты меня, если я вот так вот поступлю, будешь ли ты меня все равно принимать таким. То есть некая такая проверка и вот узнавание друг друга. И чаще всего, чаще от маленьких детей можно услышать
хочу вернуться, верните меня обратно в детский дом. Что мы делаем? Конечно же, если ребенок совсем маленький, достаточно сказать, что нет, ты наш ребенок, все, мы будем жить вместе. Можно как-то вот, если ребенок постарше, если он достаточно долго там жил, вполне вероятно, что ребенок просто скучает по тем воспитателям, по тем друзьям, которые у него там появились. Можно просто сказать, давай мы сходим туда вместе, погостим, навестим друзей и вернемся домой обратно. То есть это просто-напросто, также и побеги, просто проверка родителей на прочность. И только после того, как по возрастанию идет такие напряженные ситуации в семье, наступает пик, и после этого все идет на спад. Как раз таки уже говорим, что ребенок у нас адаптировался. Меня зовут Настя, мне 13 лет. Учусь в 6 классе. Увлекаюсь рисованием, хорошо рисую, корейскими группами. В школе любимый предмет это у меня ИЗО. Я хочу быть, это вообще моя мечта, быть ландшафтным дизайнером. И что ты будешь создавать? Я хочу вообще сделать здесь такой парк небольшой, приехать сюда. Есть какая-нибудь еще мечта у тебя? Выучить 3 моих любимых языка. Это корейский, китайский, японский. И слетать в эти 3 страны. Настя спокойная и целеустремленная, и это поможет ей в достижении поставленных целей. Настя у нас в центре уже живет 2 года. Приехала, когда ей было 11 лет. По характеру девочка спокойная, скромная, также общительная, любит участвовать во всех мероприятиях. Я могу многое рассказывать о его приключениях. О том, как он победил своего злобного врага, капитана Крюка, о затерянных детях и о сказочном острове Нетландия. Настя любит готовить и с удовольствием выполняет любые поручения. Так пусть в эти дни волшебство приключится, и магия сказочных радостных дней. И сказка к вам в дом скорее постучится, и ваше желание исполнит скорее. Мы очень надеемся, что Настя обретет семью.